Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Я рада представить гостя нашей студии, журналист Сергей Бережной. Витаю вас. Добрый день. Добрый день. Давайте с вами начнем со следующей новостью. Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Берлине после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом. Давайте его послушаем. Нас цікавить насамперед два його елементи. Елемент номер один – це захист прав людини в окупованому Криму. І у цьому ж зв'язку звільнення осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація. Про це я вже згадав. І ви знаєте, що абсолютно більшість з них – це кримські татари. Друге питання, другий елемент, він є більш глобальним. Йдеться про те, в якому форматі, власне, ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію. З нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, міжнародна платформа щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. Ну, давайте начнем сначала с пресс-конференции. Вы наверняка смотрели пресс-конференцию Кулебы с Маасом. Что нового вы для себя услышали? Или же просто это были очередные декларативные заявления министров иностранных дел? Ну, знаете, вообще сам факт того, что в центре пресс-конференции был вопрос о новом формате, специально посвященном деоккупации Крыма, это новость для меня номер один. Потому что даже у вас в эфире я несколько раз говорил о том, что создание такого формата необходимо. И когда я потом уже услышал, что то же самое говорит Кулеба не сейчас, а это было несколько месяцев назад, я вот очень обрадовался и вспомнил одну из моих самых любимых цитат из Феликса Кривина. «Неудобно себя хвалить, говорить о себе хорошо, но дурак есть главный двигатель прогресса». Вот это как раз мой случай. Я, честно говоря, не надеялся на то, что эта идея, она будет поймана властью и пойдет в дело. Очень хорошо, что она пошла. Я не присваиваю себе эту идею, естественно, ни в коем случае. Я сам, скорее всего, где-то ее подслушал. И то, что сейчас Кулеба говорит, в общем, совершенно в том же самом направлении, в каком мы это здесь с вами обсуждали, это очень приятно. Это очень приятно. Если помните, мы тогда говорили, что этот запуск такого формата возможен с формальным приглашением в него России. Россия, естественно, отказывается, после чего этот формат переговоров ведется уже, собственно, не о деоккупации, сколько о том, как подтолкнуть Россию к тому, чтобы она ушла из Крыма. Ну вот скажите, а вот если будет создан вот подобный формат, такая платформа по деоккупации Крыма, какие страны, по-вашему, должны принимать там участие? Какой это должен быть формат? Или, возможно, какие международные организации там должны принимать участие? Я считаю, что сейчас в нем могут участвовать несколько европейских стран и крайне желательно США. Затем в него должны быть привлечены ООН, может быть, еще какие-то страны или европейские структуры. И поскольку речь идет о правах человека, Кулеба это совершенно внятно сказал, о нарушениях прав человека, это должны быть международные организации правозащитные и международные организации, которые не просто защищают права, а которые преследуют за нарушение прав. Это очень важно, потому что внесение в эту историю сюжета с ответственностью за нарушение прав человека, за нарушение прав коренного населения и нарушение, собственно, законов оккупации. Это очень важный момент. Вот слово «ответственность» и представление об ответственности я считаю еще одним ключевым моментом. Ну, вы знаете, недавно Алексей Резников, министр по
вопросам временно оккупированных территорий, говорил о том, что нужно пересматривать Будапештский формат. И он сказал, что предложил вернуться к Будапештскому меморандуму, чтобы остановить агрессию Российской Федерации. С таким предложением он выступал и давал комментарий одному из иностранных изданий. Давайте послушаем. Україна знову захищає себе від російської агресії з 2014 року. Нездатність міжнародного співтовариства зупинити Путіна щодо України призвела до ескалації гібридних військових дій Росії проти всього західного світу. Настав час переглянути Будапештський меморандум 1994 року, щоб покласти край конфронтації і прокласти шлях до стійкого миру. Спочатку консультації повинні проходити без участі Росії, оскільки Москва відмовилась від свого статусу гаранта на користь того, щоб стати окупаційною силою. Однак формат Будапешта згодом надасть можливості для нової взаємодії з Кремлем. Ну вот я, если честно, не совсем понимаю вот его фразу «пересмотреть». Зачем пересматривать этот документ, если он уже есть? Есть подписанты этого документа, меморандума, есть Россия, которая нарушила эту договоренность, и страны, которые нам гарантировали нашу территориальную целостность. Зачем его пересматривать? Что имеет в виду Резников, по-вашему? Я думаю, это мое предположение, что он имеет в виду только то, что среди участников Будапештского меморандума больше нет России как гаранта. Он это сказал. Пересматривать, конечно, Будапештский меморандум ради этого не стоит. Просто мы констатируем, что России, как участника Будапештских договоренностей, Будапештских соглашений больше нет. Она является агрессором, она является оккупантом. И, соответственно, это уже против нее должен быть направлены те меры, которые предусматривает Будапештский меморандум. Меры на первом этапе, насколько я помню, это просто начало консультаций. Да, это том, четвертый пункт о том, что нарушены вот эти гарантии территориальной целостности. Уже ведь 6 лет идет, да, и мы вот только сейчас будем собирать консультативный какой-то совет, который будет это рассматривать. Очень хорошо, что это происходит хотя бы сейчас, и в течение нескольких лет говорилось о том, что это необходимо делать было давно. И то, что это не делалось, это наш большой провал. Угу. Ну вот можно сейчас, как вы думаете, созвать стран-подписантов Будапештского меморандума? Я считаю, что это необходимо сделать. Опять же, это нужно было сделать очень давно, а реально ли это сделать сейчас? Вот я считаю, что реально начать работу в этом направлении. Ну вот в этом-то и вопрос. Как убедить западных стран-подписантов этого меморандума садиться за какой-то стол переговоров и уже обсуждать, наконец-то, спустя 6 лет, что вот был такой документ, его нарушили. Он есть, да. Ну, был, есть, его Резников подписали в 1994 году, что... и он ничего не значит, это просто бумага. Нет. Резников дал очень интересный акцент. Он сказал, что европейские страны, мировое сообщество оказалось не способно выполнить свои обязательства по Будапештскому меморандуму. Это очень правильный подход. Европейское сообщество очень не любит, когда ему указывают, причем предметно, с доказательствами, что оно на что-то не способно. Это удар по его репутации. Как было сказано у классика, честь должна быть спасена мгновенно. И если есть угроза вот этой репутации, ее нужно предотвратить, отвести, опровергнуть. Вот пускай они опровергают. Сейчас ситуация действительно такова, как сказал господин министр. Европа и мировое сообщество оказались совершенно не в состоянии противостоять российской агрессии, предотвратить ее, смягчить ее, что-то с этим сделать. До сих пор меры совершенно недостаточные, даже включая санкции, которыми, собственно, пока все и ограничивается. Плюс дипломатические заявления, но которые не приводят к изменению ситуации. А нас интересует именно изменение ситуации, причем принципиальное. Это прекращение оккупации и обращение аннексии. Ну а как вы сейчас оцениваете нашу работу, эффективность нашей работы на международных платформах? Она только началась, рано оценивать ее эффективность. Она только началась, и впереди еще очень много и согласований, и тактической игры дипломатической. И для того, чтобы это как-то оценить, нужно понимать и стратегическую задумку. И я совершенно уверен, что то, что мы сейчас видим, это только то, что можно показать на поверхности, а стратегическая игра идет глубже. Потому что нельзя показывать
полностью все, что у тебя, все твои планы раскрывать, потому что если они известны противнику, противник может начать контр-игру эффективно. Но вот как вы думаете, есть такой план «Б» у западных держав? У западных держав мне трудно за них говорить. Я очень надеюсь, что она есть у Министерства закордонных справ Украины. Очень надеюсь. Вот мы с вами вначале говорили, что наивно было бы предполагать, что Российская Федерация сядет за какой-либо стол переговоров именно по Крыму. И они это неоднократно заявляли, и Путин об этом говорил. И вы помните на пресс-конференции Зеленского, когда мы спросили, телеканал АТР задал вопрос относительно Крыма, он тоже сказал, что когда они встречались в нормандском формате, он увидел в глазах у Путина, что он не хочет там говорить про Крым, и он об этом откровенно сказал. Как вы считаете, как можно вынудить Российскую Федерацию сесть за какой-то стол переговоров и начать говорить о Крыме? Вот именно это и будет задачей нового формата по Крыму, международного, переговорного. Как вынудить Россию не то чтобы присоединиться к нему, вообще начать разговаривать на эту тему. Это может быть усиление давления на Россию экономического, политического, дипломатического, любого. Это могут быть меры, которые зеркальны по отношению к тому, что делает Россия в Крыму, на Черном море, на Азовском море. То есть это какие-то ограничения судоходства целенаправленных для российских кораблей в Средиземном море, Босфоре, в Мировом океане, заходы в порты. Это могут быть экономические санкции, в том числе арест имущества государства Российская Федерация. Это могут быть международные меры в совершенно новых направлениях, которые тоже, в общем, обсуждались, но пока только теоретически. Например, то, что Россия до сих пор не оформила полностью свое членство в ООН. Может быть опять поднят, поскольку упомянут Будапештский меморандум, а он связан с вопросом ядерного статуса Украины, может быть поднят вопрос ядерного статуса Украины. Это все формы давления на Россию, так или иначе, с целью усадить ее для начала за стол переговоров. Даже не добиться от нее каких-то практических действий, а просто заставить ее говорить на эту тему. То есть должна собраться группа стран по инициативе Украины, которая будет разрабатывать механизмы давления на Россию. Возможно, они выработают какую-то дорожную карту по Крыму. Очень может быть. Без участия России, конечно, никакая дорожная карта сейчас невозможна, но эта дорожная карта по Крыму в нашем случае как раз и означает, что первым шагом по этой дороге будет заставить Россию говорить о деоккупации Крыма. А до каких пор Россия сможет и будет относиться с нигилизмом к международному праву? До тех пор, пока она захочет и сможет. Пока позволяют ее ресурсы, пока позволяют ее имперские амбиции, пока она способна откупаться от западных претензий или как-то их компенсировать своим бюджетом и теми же доходами, которые она получает от западных стран за газ, нефть, углеводороды и все остальное. Ну вот это и был мой следующий вопрос. Как, допустим, нужно говорить с Западом про Крым? Потому что ведь Запад так или иначе, если мы видим минские договоренности, да, к которым мы перейдем и обсудим более подробно, мы видим их торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. Это и Германия, это и Франция, Северный поток-2 и так далее. Да? То есть они все равно выстраивают какой-то бизнес с Россией, он есть, и более того, мы видим Сименсы в Крыму и так далее. Как Запад должен, как убедить Запад говорить про Крым именно в таком формате, в котором хотим мы? Посмотрим. То, что делает министр иностранных дел наш, мне кажется, это работа в правильном направлении. Как убедить, принесет ли она результат на самом деле? Вот в чем вопрос. Очень хотелось бы, чтобы принесла. А будет это или нет, сейчас очень трудно спрогнозировать. Все зависит и от того, как будет развиваться история с эпидемией, и от того, как будут стоять, падать, двигаться цены на нефть, и от того, какими экономическими последствиями обернется кризис 2020 года, а то, что это полноценный кризис, мировой и очень тяжелый, это уже понятно всем. Посмотрим. Этот кризис ударит по всем, и он ударит по России. У кого больше запас прочности, тот, в общем, и выиграет. Но Россия даже вот этот удар коронавируса пытается как-то использовать для того, чтобы с нее сняли санкции. Она все пытается использовать. У нее достаточно умения использовать вообще любые инструменты. Она не считает себя ограниченной ни в каких
методах использования никаких способов. А добропорядочные страны, какой Украина очень хочет быть, они ограничены в средствах. Мы не можем использовать прямой шантаж, мы не можем использовать недобросовестные какие-то методы, потому что это удар по репутации, это противоречит нашим демократическим убеждениям, или вот демократическим убеждениям Европы противоречит то, что вот они не могут воспринимать Россию как недобросовестного партнера. Они постоянно вынуждены ее воспринимать как делать вид, что она добросовестный партнер. Ну и Вот они от этого- убеждены, что можно с ней договориться. Это убеждение, я считаю, происходит как раз из этого. Из-за того, что они ее воспринимают не как агрессора, а как возможного партнера, с которым, да, можно поговорить. И можно его в чем-то Ну убедить. или это может быть какой-то комплекс неполноценности еще с Второй мировой, когда... Не думаю, что нет. С тех пор была и холодная война, и многократно были обострения отношений, и все прекрасно понимали, что такое Советский Союз. Но нынешние страны, они привыкли пользоваться только методами мирного времени. М. Это большая проблема, поскольку идет война. Во время войны методы мирного времени просто не работают. Россия этим активно пользуется. Вот гибридная стратегия России, дипломатическая, в том, что она ведет войну, одновременно заявляя, что она существует в режиме мира, и таким образом обращаться к ней нужно, общаться с ней нужно в рамках мирных каких-то протоколов. Военные протоколы в действие не вводятся. Но она сама ими пользуется при этом. Как любой бандит, который не считает себя нужным ограничивать действием закона, каждый раз, когда он попадает под суд, под арест, он требует, чтобы к нему были вызваны адвокаты, чтобы были соблюдены все его права, но сам он никаких других прав соблюдать не собирается. Ну, мы еще вернемся к западным странам в контексте Минска, будем еще говорить, но вот по Крыму мы с вами затронули пресс-конференцию президента Зеленского. Если вы ее смотрели, я уверена, что вы ее смотрели. Ну, частично. Я целиком не осилил. Да, но вы наверняка заметили, что не было вопроса по Крыму, за исключением телеканала АТР, который уже в конце нам удалось задать вопрос. Это была отдельная новость о том, что удалось таки задать вопрос по Крыму. Да, удалось, к сожалению, задать вопрос по Крыму уже тогда, когда закончилась пресс-конференция. А так на протяжении всей пресс-конференции вообще даже не звучал вопрос про Крым. Там звучал вопрос про пленных, про Донбасс. И вот в контексте Донбасса президент Зеленский упомянул Крым и сказал там про политических заключенных. Но вот отдельного вопроса про Крым не было вообще. Вот это у нас такая журналистика, это пробел украинской журналистики, пробел информационной политики нашей страны или что? Да, все вместе. Это отражение состояния информационной среды, в котором мы все существуем. Нам, людям, которые вопрос Крыма держат постоянно перед собой, у которых болит, это непонятно, но огромного количества людей этот вопрос давным-давно ушел на периферию, к сожалению. Это во многом проблема возникла из-за того, что вопрос замалчивался в течение многих лет. По нему не было никакого прогресса, и предъявлять там никаких побед было нельзя, поэтому политики старались этот вопрос обойти. То, что сейчас этот вопрос, в том числе политики, вносят в центр внимания общественности, это огромная победа. Огромная победа, дай бог, чтобы она привела к какому-то результату. Потому что нам нужно не просто, чтобы о Крыме начали говорить, а чтобы эти разговоры привели к изменению ситуации в лучшую сторону. Давайте про воду с вами поговорим, потому что вот недавно председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, выступая, сказал, что президент Российской Федерации, говоря о том, что Киев лишил жителей Крыма украинской воды, пытается найти повод, чтобы скрыть пренебрежение международным правом. Такое мнение Рифат Чубаров озвучил на одном из украинских телеканалов. Предлагаю послушать его прямой речь. Різкого падіння цін на нафту і деякі збільшення останніми тижнями воно не принесло якесь полегшення для російської економіки. Різке падіння взагалі економічних процесів внаслідок і коронавірусу, і санкцій. Тут вони відіграють свою помітну роль. Ув'язнення російських військових, ці авантюри і в Сирії, і в Лівії, ускладнення взаємовідносин з іншими державами.
все це говорить про те, що Путін у такий короткий проміжок часу він опинився в достатньо скрутній ситуації. Путіну потрібно буде продемонструвати себе, як і в 2014 році, що він не просто не змінився, а він ще більше є таким зміцненим, що він такий ж залишається мачо. Путін, як і Сталін, як би він не нехтував міжнародним правом, він завжди намагається знайти такі привіди для того, щоб приховати от таке брутальне нехтування міжнародним правом. Тут він буде знову показувати на прикладі Криму, що хунта в Києві, вона не постачає воду, що вона людей в Криму кидає на більш тяжку долю. Ну вот есть ли у вас информация все-таки, насколько сложной остается ситуация в Крыму с наполняемостью водохранилищ? Ну, последнее, что я читал по этому поводу, сообщение прямо из Крыма о том, что уровень воды в Симферопольском водохранилище и в других водохранилищах, он очень низкий. Мгм. Накопление не произошло за зиму, потому что зима была почти бесснежной, и без воды Северокрымского канала промышленность, сельское хозяйство им, конечно, придется тяжело. А для населения как хватало воды, так и хватает. Там Питьевой воды питьевой хватает. воды в принципе хватает. Если, конечно, администрация оккупационная будет направлять воду, имеющуюся, вместо того, чтобы в водопровод, водочистные сооружения и людям собственно, питьевую воду поставлять, они будут направлять ее куда-то еще, тогда да, тогда будут проблемы. Мгм. Плюс по-прежнему огромной проблемой остается не столько даже нехватка воды, сколько состояние инфраструктуры. Как были ржавые трубы, так и остались. Где-то меняют, где-то нет, но Ну и плюс там обычно наличие где-то военных рвутся. баз российских И, тоже и военные усугубляет базы. ситуацию. Я как раз об этом, о том, что если не давать воду в города, а давать воду только на военные базы, то, конечно, люди останутся без воды. Но это ответственность как раз оккупационной администрации. Это нисколько не ответственность Украины. Вот. Ответственность Украины можно... Ну и согласно международному праву это Да, так и да, есть, да. Оккупационная администрация несет всю ответственность за население, за благополучие и за соблюдение прав населения. Посмотрим, как это будет. Но сейчас ситуация обостряется, и именно поэтому Кремль, он начинает какие-то активные движения в этом направлении. Не думаю, что они к чему-то приведут. Не думаю. Это скорее вот демонстрация, очередная демонстрация того, что попытка показать, что Кремль белый и пушистый, а в Киеве засели палачи, которые вот хотят крымский народ уничтожить. Но они же, видите, они говорят, гуманитарная катастрофа на территории временно оккупированного Одновременно Крыма. они говорят, что Крым не нуждается ни в какой воде Северокрымского канала. Вот у них как-то уживаются вот эти два тренда. Значит, говорить о том, что без воды никуды, а с другой стороны говорить, что вода не нужна. Люди верят и тому, и другому. А на что может пойти Российская Федерация, чтобы открыть путь к Днепру и получить через Северокрымский канал воду? Если говорить о реалистических сценариях, Мгм. я не ожидаю никаких серьезных действий в этом направлении. Но мы говорим об игроке, который не считает себя связанным никакими правилами и, в общем, по большому счету, долбанутый. Извините. Поэтому, если ответственно подходить к этому вопросу, я бы ожидал всего. Вообще всего, любого хода. Вот то, что сейчас Вплоть будет до силовых действий каких-то. Да, вплоть до силовых действий, вплоть до попыток диверсии, вплоть до попыток вторжения. И история с похищенным пограничником, Мгм. это, в общем, очень плохой знак. Они начали на этом участке какие-то активные диверсионные операции. Но и плюс вот подача воды через Северокрымский канал, это не столько для населения, то, что вот нам нужна вода, мы нуждаемся и так далее, но это же больше такой политический ход, и такая маленькая победа была бы для Путина. Это не маленькая победа, это была бы очень большая победа. После этого, на самом деле, уже говорить о какой-то независимой политике в отношении Крыма, Мгм. украинской политики,
уже было бы поздно. Я просто почему говорю, у нас же есть разные, знаете, телеграм-каналы в Украине, и, значит, один из них пишет, что наш источник из офиса президента сообщает, что в ОП есть огромное количество экспертов, которые поддерживают мнение, что воду в Крым надо пускать, но сделать это как гуманитарный шаг от Украины в отношении своих граждан, живущих на временно оккупированной территории. Вот в случае, если такие эксперты в аппарате президента, в офисе президента все же присутствуют, удастся ли ему убедить президента Зеленского вот в этом? В чем опасность для гуманитарной сферы? Вот пока этой опасности нет, она не доказана. Опасность заключается в оккупационной администрации, опять же, которая может сказать, нет, людям мы воду не дадим, а дадим воду на предприятия, на военные базы или куда-то еще. Но так или иначе, вы же знаете, у нас есть некоторые украинские парламентарии из правящей партии. Это и Давид Арахамия, лидер «Слуги народа», это и «Слуги народа» Евгений, не помню имя, Камильчук, народный депутат из «Слуги народа», да, они выступали и говорили, что вот в Крым нужно подавать воду или продавать воду, даже говорил Камильчук. А потом они отзывали свои заявления. Да, отзывались, потом шмыгали с трибуны Верховной Рады, говорил, что ходят цистернами. Да. Ну, то есть, они, зачем? Это они просто проверяют общество на реакцию, или же все-таки они ретранслируют чужие идеи? Есть очень хорошая фраза «человек не в материале», которая означает, что он пытается ответить на вопрос из области, в которой он не разбирается. Вот все перечисленные примеры – это как раз из этой сферы. Люди просто не в материале. Когда они берут материал, смотрят, как обстоят на самом деле дела, какие могут быть последствия, рассматривают модели, рассматривают аналитику, они, естественно, отказываются от завиральных идей. Что мы, собственно, и наблюдаем. То, что при этом одновременно продолжают существовать мнения о возможности, желательности подачи воды в Крым, я считаю, это тоже нормально. Потому что разные аспекты требуют разных подходов. Если говорить только о гуманитарной сфере, только игнорируя войну, то да, конечно, тогда подача войны. Но как можно игнорировать войну, я не очень понимаю в такой ситуации. То есть, да, вот у нас, допустим, дождь, и логично выйти с зонтиком. Но если при этом одновременно падают бомбы, то гулять с зонтиком – это неадекватность. Они пытаются гулять с зонтиком. Но у нас в Украине, на материковой части Украины, есть же все-таки активное гражданское общество. И вы помните, когда в трехсторонней контактной группе в Минске был консультативный совет, якобы вот был подписан Андреем Ермаком, формула Штайнмайера подписанная. У нас же сколько было протестов. Я думаю, что украинское гражданское общество молчать не будет, если все-таки украинская власть решится на такой шаг, нет? Я совершенно уверен, что оно молчать не будет, оно не приучено молчать. И в последнее время оно говорит настолько громко, что эффект мы видим с вами. Пока что все в этом смысле хорошо. Оно работает как сдерживающий фактор. Более того, что мне еще больше нравится, оно работает как побудительный фактор. То, о чем мы с вами говорим, постепенно становится политическим мейнстримом. То, о чем мы говорим в предположительном ключе. Это тоже прекрасный знак. Вот продолжая тему Крыма, Кабинет министров Украины объявил о завершении важного этапа реформы децентрализации. И касаемо Крыма, в этом вопросе идут консультации на всех уровнях. В эфире телеканала АТР народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин рассказал, как именно реформа коснется временно оккупированного полуострова. Давайте его послушаем. Ми проводили з цього приводу консультації з представниками кримськотатарського народу, що після окупації відбулося чимало факторів, які впливають на, так би мовити, ті дані, що в нас є до окупації. Тобто мова йде про міграцію, мова йде про зміни в інфраструктурі. Тобто ми наразі не можемо зробити це якісно, але в той же час ми не можемо, звісно, не говорити про Крим як в геополітичному, так і внутрішньополітичному плані. Тому Крим буде присутній в новому районуванні, тобто в Криму будуть нове районування, нові райони. Ну вот вы как считаете, реформу территориального устройства аннексированного Крыма сейчас проводить надо, или же все-таки это нужно делать уже после возвращения? Децентрализация предполагает полную передачу полномочий, базовых полномочий на места местным громадам. Как это сделать до деоккупации для Крыма, совершенно не представляю. Я бы для начала закончил эту реформу на территории Украины, которая подконтрольна сейчас Киеву,
До этого окончания реформы еще очень далеко. И только потом, когда Крым будет освобожден, там можно будет начать те преобразования, которые, да, можно считать уже по отработанным технологиям реформой децентрализации. Мгм. Пока до этого еще очень далеко. Сейчас речь может идти только о какой-то виртуальной модели. Ну, нельзя же, например, местные власти выбирать для крымских городов. Эти выборы должны идти, должны проводиться с участием жителей, Мгм. населения. Да, А это общины. невозможно. Те, кто будут голосовать здесь, вот я как севастополец, допустим, я же не буду голосовать здесь за городское руководство Севастополя. Оно не будет обладать никакими полномочиями. Что такое правительство Крыма в изгнании, я еще понимаю. А что такое севастопольское самоуправление в изгнании, я понять не могу. Мгм. Ну и плюс у Крыма же есть свои нюансы, отличающие ее от других регионов Украины. Это наличие там коренного народа крымско-татарского с Это уже вопрос необходимостью... конституционный. Да, вот, я же к этому и веду, с необходимостью реализации его прав. Ну и плюс присутствие там вот Севастополя с отдельным своим статусом, да, это же тоже отдельная история. И, насколько я понимаю, если сейчас со статусом Крыма после деоккупации сейчас более-менее понятно, именно конституционный статус Да-да-да. как национальной автономии, то с Севастополем пока вопрос даже не обсуждался, и помнится самое убедительное, что я слышал, что у Севастополя будут ровно такие же права, как у всех остальных городов Украины. Ну вот относительно Конституции, если проводить вот такие реформы раньше изменений в Конституцию Украины, в 10 раздел о Крымско-татарской национальной территориальной автономии, не будет ли это считаться мартышкиным трудом? Почему? Какой стати? Это давно назрело, это должно быть сделано. Это нужно показать людям, нужно показать крымско-татарскому народу, ради чего, собственно, сейчас ведется работа. Что там будет? Какого рода самоуправление будет? Ну вот смотрите, я почему... Какое влияние будет иметь коренной народ на те решения, которые будет принимать местная власть в Крыму? Нет, я ж не про внесение изменений в Конституцию Украины, а именно про территориальное устройство Крыма. Потому что, вот вы знаете, в постановлении Верховной Рады первым пунктом идет Крым, который делится на Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинские районы. И Бахчисарай, город, да, вот о чем говорили мы с представителями Меджлиса крымско-татарского народа, вот он как бы входит в Симферопольский район. Вот Бахчисарайский город Бахчисарай, который когда-то был столицей Крыма, да, вот он входит в Симферопольский район, плюс там вопросы топонимики городов Крыма, да, и так далее, плюс в рамках декоммунизации, как будет проводиться вот изменения с названиями, да, и это все могло бы урегулироваться, в плюс, если будут внесены изменения в Конституцию Украины. Вот если сейчас раньше этого делать, чем вносить изменения в Конституцию, не придется ли потом это все менять? Я Вот к чему. не вижу большого смысла делать это сейчас. Мгм. Это декларация, она не может быть поддержана никакой практической работой. Я не думаю, что она не принесет пользу, я не думаю, что она принесет вред, я полагаю, что она просто преждевременна. То есть, да, мы хотим, чтобы каким-то образом было новое административное деление в Крыму, новое районирование, но я считаю, что это должны решать в Крыму. Ну и Уже плюс, после знаете, деоккупации, ну вы а не знаете, вот мы сейчас с вами так говорим, а если бы, допустим, Крыма не было бы, да, в этом постановлении, мы бы сказали, а что Крым упустили? Почему нет Крыма? Мы же опять мы бы в любом случае возмущались, будем искать, к чему, за что зацепиться, и будем за эти крючочки дергать. И власть, ну, если она к этому еще не привыкла, она к этому обязательно привыкнет и научится реагировать на вот эти вот наши импульсы, которые идут и от нас, и от медиа, и от гражданского общества, и от экспертов, от всех, от крымчан. Давайте вот вернемся к Минску. Вот я говорила, что мы будем это еще обсуждать, потому что достичь соблюдения режима тишины на Донбассе, как это предусмотрено Минскими договоренностями, сложно, но реально. Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Давайте послушаем его прямую речь.
Ми зустрічались у нормандському форматі у формі відеоконференції і були одностайними в тому, що реалізація домовленостей, які були досягнуті у грудні в Парижі, повинні бути реалізовані. Ми хочемо допомогти вам, підтримати вас разом з Україною, досягти миру на сході України, а також маємо досягти режиму тиші, як це передбачено у мінських домовленостях, який буде дотримуватись. У деталях це, звичайно, дуже складно, і ми це знаємо, але це є реально. Ну, а с нами сейчас на прямой связи Олег Саакян, политолог. Витаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Только что вы услышали заявление Хайко Мааса на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как вы считаете, вот он сказал, можно реализовать Минские соглашения, то есть реально, но сложно соблюдать режим тишины на Донбассе. А вы как считаете, реально, вот уже прошло 6 лет, а огонь так и не прекращается? Ні, це реально, тому що ми розуміємо, що якщо буде команда з Кремля припинити будь-який вогонь, то він буде припинений. Якщо буде для цього залучено додаткові інструменти по контролю, то вони зможуть проконтролювати і впродовж 24 годин зупинити будь-які обстріли. Все ж таки, Росія глибоко контролює окуповані території Сходу. А інша справа, що чи це на сьогоднішній день реалістично? Тут ні, на жаль, тому що в російських інтересах немає припинення вогню. Для України важливо завершити війну для відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету. Як по Сходу, так і по Криму. І це два нерозривних фактично між собою територіально, просторово, часово компоненти російсько-української війни. Але поруч з тим, для Російської Федерації цей конфлікт він є фактично інструментом і енергією для своїх геополітичних інтересів, для своїх амбіцій регіональних. Відповідно, вони зацікавлені в продовженні конфлікту як в інструменті тиску. І зараз ми бачимо, що чим гірша ситуація стає в Росії, тим більш зростає її агресивність на міжнародній арені, зокрема, і ми це відчуваємо на лінії фронту, там, де кожним днем ми бачимо зростання ескалації воєн. Вже навіть йдуть обстріли поруч з місцями розведення і з певними натяками на те, що вони можуть прикинутися в ті 3 точки, де розведення відбулося. Но вы знаете, что на прошлой неделе в Совбезе ООН представитель Российской Федерации, выступая, сказал, что пока санкции с РФ не будут сняты, огонь на востоке Украины не прекратится. Вот как вы думаете, на что и на какой компромисс может пойти Украина, чтобы прекратился огонь на востоке? На жоден з тих компромісів, які Російська Федерація хоче. І це вже було окреслено сьогоднішньою владою, бувшою владою, і перш за все окреслено суспільством. Ми побачили і пана Кулебу, який сказав чітко, що Україна готова до компромісів, але не за рахунок суверенітету територіальної цілісності, є червоні лінії. Ми чули пана Резнікова. Мені здається, що зараз Україна взагалі перейшла до трішки іншої поведінки на міжнародній арені. Ми бачимо актуалізацію теми Криму, актуалізацію Будапештського меморандуму, підвищення статусу української мовної групи в Мінську в явочному порядку, поставивши Росію на виделку, або посилювати свою присутність, або фактично виправдовуватись, чому вони цього не роблять. Також це і демонстрація паспортів маріонеток Донецька і Луганська. Тобто Україна почала демонструвати певні наступальні, скажімо, ініціативи в дипломатичному полі, які змушують Російську Федерацію реагувати. Зокрема, і ця заява в ООН, і цей захід, він же відбувався абсолютною калькою до того, як Україна влаштовувалась декілька тижнів до того. Росія не видумала нічого нового, просто як взяти і скопіювати той же захід і провести його зі своїми пропагандистськими слоганами, фактично по гарячих слідах мінського виступу. Дуже дякую вам, політолог Олег Саакян був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Ну вот смотрите, Украина по Минским соглашениям, да, Украина призывает к следующей цепочке действий. Это прекращение огня, выход России из Восточной Украины, возврат Украино-российской границы под контроль Украины, и только после этого выборы на востоке Украины демократичные. Россия призывает к обратно противоположному, то есть она хочет выборы на оккупированной территории, на Донбассе до того, как Украина получит контроль над границей, да, и за этим последовала бы, понятно, вот автономия российских вот таких вот режимов, наносящая разрушительный такой удар по центральной власти в Киеве и вообще по суверенитету нашей страны. Вот как разрешить эту ситуацию? Какой консенсус можно найти, если мы настаиваем на своем по праву, а Россия требует обратного? Дело в том, что консенсус, по большому счету, тут и не нужен. Россия отказывается от любого консенсуса, если это не полная сдача,
с нашей стороны, со стороны Европы, и неполное принятие, вот буквальное их требований. После чего, естественно, выдвигаются новые требования, и если постоянно их принимать, это так или иначе капитуляция. Этого не будет. Это уже понятно, потому что и в Минске, и на международной арене Украина наконец начала, как правильно сказал Олег, начала проявлять инициативу. Это очень важный момент. Но, по крайней мере, на такой консенсус рассчитывают, я так понимаю, западные страны, Германия и Франция. Они могут на это рассчитывать, но я думаю, что практическая политика очень быстро их убедит, если удивительно, что еще не убедила, что никакой компромисс такого рода с Россией невозможно, иначе как на ее условиях. Вот. Россия не идет на чужие условия. Угу. Это ее стандартная имперская модус операнди, модус вивенди. Это вот пускай она такой и остается, тем проще будет доказать, что Россия не конструктивна ни в каких переговорах, и конструктивные никакие переговоры с ней невозможны. Да, наш МИД может проявлять инициативу, говорить о том, что он готов на компромиссы, но это, естественно, компромиссы в каких-то рамках. А если эти рамки Россию не устраивают, то все, этих компромиссов не будет. Вот я же об этом хотела спросить. Может, западным политикам вот уже пора прекращать вот эти попытки разрешить неразрешаемое это противоречие и признать существование вот такой минской дилеммы? Украина или суверенное государство, или же все-таки нет? Вот может, им уже стоит занять какую-то сторону и открыто уже принять какую-то позицию, которая соответствует интересам их стран, да, и принципам демократичным? Я считаю, что убедить, закончить этот процесс западных политиков в том, что ситуация именно такова, как вы описали, это одна из основных задач нашего МИДа, нашей дипломатии. И мне кажется, Кулеба работает именно в этом направлении. Он демонстрирует, что с фактами, пожалуйста, вот есть договоренности, Украина выполнила по пунктам это и это. Россия говорит, нет, ничего не выполнено, потому что ничего не выполнено. Чем она может это доказать? Ну, с их точки зрения, в их картине мира ничего и вообще не произошло. Ну вот в моей студии Леонид Емец, народный депутат Украины 7-8 созыва, вот мы с ним обсуждали тему Минских соглашений, он мне сказал, что на самом деле вот то, что огонь не прекращается, и то, что Россия не выполняет первый пункт Минских соглашений, это даже хорошо для нас в том плане, что мы можем апеллировать и говорить, вот Минск есть, Россия не выполняет, давайте тогда ужесточить санкции в отношении России. То есть нам Минск нужен для санкций в том числе. Почему бы и нет? Ужесточение давления на Россию, усиление давления на Россию – это важное направление нашей стратегии международной. Это очень важно. Потому что сами мы настолько сильно давить на Россию, чтобы подвинуть ее к каким-то конструктивным действиям, мы не сможем. Это можно сделать только при участии международного сообщества. А усилить это давление международного сообщества можно только доказав ему с фактами на руках, каждый раз доказывая это снова, каждый квартал, я не знаю, каждые полгода, что позиция России не меняется, и, соответственно, те меры, которые против нее приняты, неэффективны. Давайте вот к еще одной не менее важной теме. Приглашение России на саммит группы 7 G7 даже в статусе гостя станет для Кремля подтверждением эффективности политики давления в отношениях с демократическими странами. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Давайте послушаем. Виключення Росії з групи у 2014 році стало наслідком російської агресії проти України, у тому числі спроби анексії Кримського півострова та розв'язання конфлікту на Донбасі, а також інших порушень міжнародного права. Станом на 2020 рік Росія продовжує вище згадані деструктивні дії. Запрошення її на саміт групи 7 навіть у статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами, а також буде використано російською пропагандою для просування наративу про повернення Заходу до «business as usual» у відносинах з Росією. Вы знаете, с чего началось. Дональд Трамп перенес встречу лидеров Большой Семерки и в очередной раз, это ж не первый раз происходит, решил, что нужно призывать сюда и пригласить снова Российскую Федерацию вот на этот саммит. Зачем? Зачем Трампу Путин? Чего он хочет добиться? Именно то, о чем мы говорили некоторое время назад, о том, что Запад продолжает воспринимать Россию именно как партнера. И в этом смысле, да, совершенно правильно было сказано, что как партнер, как мирное время, как
как будто нет войны, как будто нет вот этих бесконечных атак, в том числе и на западную демократию, и на все остальное, Россию все равно продолжают воспринимать некоторые круги, в том числе Дональд Трамп, как партнера, с которым можно сесть за стол переговоров и о чем-то с ним договориться, заключить, как он говорит, большую сделку. Он, что ему не показывает, что, как его не убеждай, я думаю, что он с этой позиции не слезет. Это безнадежно. Поэтому Ну, уже какой год, да, он да, к этому поэтому призывает. предложение пригласить Путина, сделать совместную фотографию, там, подержать его немножечко возле стола, чтобы он там тоже там рюмочку с ним раздавить. Предложения будут продолжаться, но обратите внимание, какую реакцию эти предложения встречают у других лидеров. Джастин Трюдо, например, очень жестко Да, высказался вчера. относительно того, что это было бы одобрением действий Путина, и этого делать ни в коем случае нельзя. Ну, а Путину важно вот вернуться в клуб приличных людей? Бандюкам всегда важно вернуться в клуб приличных людей. Просто поприсутствовать в их окружении. Мгм. Ну, это их, это, для них это обычай, для них это подтверждение их статуса. Вот статус – это то, что Путин ценит. Ну вот, насколько я понимаю, чтобы вернуть Российскую Федерацию в G7 или хотя бы ее предложить, должен быть консенсус тех стран, которые принимают. Я думаю, участие. что Трамп Какие? может сам пригласить Путина, ни с кем это не согласовав и поставив всех перед фактом. Мне интересно, чем это может обернуться в итоге. Это была бы очень интересная картинка, просто телевизионная, киношная, журналистская, но это была бы очень тяжелая ситуация для тех, кто понимает, кто такой Путин. То есть вполне реально может Трамп так сделать. Почему нет? Он может все. Он может все. Я в него верю. Это тот персонаж, от которого можно ожидать совершенно фантастических глупостей. Вот часть журналистов, часть экспертов, политиков вот, склоняются к той мысли, что Трамп в некой степени играет на руку Путину. И некоторые даже говорят, что он агент Путина в какой-то степени. Вот вы как к этой теме относитесь? Я считаю, что любая глупость играет на стороне Путина. Я считаю, что любая некомпетентность, любая коррупция, любое отрицание реальности и попытка эту реальность заменить каким-то вымышленным, теорией заговора, чем угодно, она играет на стороне Путина. Это разрушение реальности. А разрушение реальности – это один из инструментов, которые использует Кремль сейчас. Вот вы знаете, недавно же был скандал у нас в Украине с пленками Деркача. Внефракционный народный депутат опубликовал, значит, стенограмму разговоров Порошенко и Байдена. И вот мнения что же тогда разделились. Одна часть которых говорила, что вот это очередная провокация Российской Федерации для дестабилизации ситуации и подрыва двухпартийной поддержки Соединенных Штатов. Ну а другая, наоборот, говорила, что как раз-таки это дело рук Трампа, так как Деркач там очень хорошо общается с его адвокатом Джулиани, и что Трамп мог использовать эту ситуацию для подрыва доверия вот своего оппонента Байдена на предстоящих выборах. Вот что это было? Я Вот какой версии подозреваю, у склоняетесь меня вы или серьезных может быть, у вас оснований своя? для заключений нет, но подозрения есть. Я считаю, что это продолжение того же сюжета, который начал Юрий Луценко. Интервью. С Шокиным? Да, The Hill. Не с Шокиным, а просто то интервью, Еще раньше, да, я когда он поняла. сказал, что Украина вмешивалась в выборы в США президентские. И это была атака на посла Иванович и так далее. Я думаю, что это работа примерно в том же самом направлении. То, что Россия может это использовать в своих интересах, я не сомневаюсь. То, что это может исходить из каких-то кругов политических Украины, я, в общем, это допускаю совершенно спокойно, потому что это уже было. Мы уже садились в такую лужу, и у нас есть все шансы повторить этот успех. И даже застрять в этой луже надолго, если мы будем в этом упорствовать. Ну, а людей, которые готовы пользоваться такими методами, у нас хватает, к сожалению. Спасибо вам большое, дуже дякую. Сергей Бережный, журналист, был гостем нашей студии. Благодарю. Ну, а мы не прощаемся, а буквально прерываемся на 10 минут. А вы смотрите пока новостную программу «Заман» информационную. Не переключайтесь, скоро